Добрый вечер. В эфире Прайм на телеканале АТР. Это время, когда мы говорим о наиболее важных для страны событиях и приглашаем наиболее интересных собеседников. Сегодня у нас очень интересный гость. Это народный депутат Украины аж 3 созывов. Ну и человек, который родился в Крыму, которого все крымские зрители 100% знают. Это Андрей Сенченко. Приветствую вас, Андрей. Добрый вечер. Ну, я, кстати, об этом не знал, но сегодня просто ждал вас очень сильно, потому что это, оказывается, вы перекрыли воду в Крым Ну, когда-то. получилось так, что решение принимал я. По сути дела, когда начались вот эти все, так сказать, события по захвату Крыма, то было понятно, что нужно противодействовать. При этом, ну, для меня было понятно, что сил реальных, вот сейчас очень много героев появилось, которые говорят, Да, если да, бы только... меня, если бы я, там, да. Знаете, я вам одну подробность, это до воды расскажу. Первые совещания, которые проводил Турчинов у себя в кабинете с военными, проходили по картам автомобильных дорог, которые мой водитель купил на ближайшей заправке. То есть военных карт не было. Потому что, еще раз, сбежало все руководство Минобороны, все руководство Генштаба. Просто восстановить, ну, вот элементарные, так сказать, рычаги управления, на это тоже требовалось Они время. украли все. То есть вы имели Нет, я не говорю, что они убежали и унесли там Но эти карт карты. не было. Но когда, ну, представьте себе, что вот в один момент исчезла вся верхушка. То есть, а кому отдавать эти команды? Пока нашлись эти люди, которые остались на своих местах, там, выполнять свой долг и так далее. Это все время. А фактор времени был определяющим. Так вот, что касается воды. Ну, поскольку я долго работал в крымском правительстве, в свое время, в 90-е годы, я понимал, насколько это серьезный рычаг влияния на ситуацию. И, с другой стороны, зная принципы принятия решений, так сказать, здесь, в Киеве, я понимал, что если начинать долго согласовывать, то это может не случиться. Поэтому я просто пригласил, но тогда как бы это выходило за рамки моих полномочий, как исполняющего обязанности заместителя главы администрации президента, но тем не менее я воспользовался, скажем, определенным телефонным правом, пригласил к себе Василия Сташука, который длительное время, наверное, до этого там лет 12-15 возглавлял водное агентство Украины. И был глубоким специалистом и до сих пор является в этих вопросах. И я поставил ему задачу найти способ, каким образом перекрыть канал. Понятно, что если бы мы полностью отсекли на головном сооружении, то вся Херсонщина, все аграрники Херсонщины остались бы без воды. Поэтому это было не решение. Другой вариант, ну, таким образом минимизировать подачу воды с тем, чтобы в Джанкое на первом водозаборе, там, где уже первая станция подъема, держать уровень на 60 сантиметров ниже водозабора. Это означает, что оккупанты только кружками могли зачерпнуть эту воду, но раздать ее, подать дальше или раздать они уже не могли. А тут возникла еще одна проблема. Дело в том, что на территории Херсонской области два больших отводных канала. Один Херсонский, а второй, по-моему, Скадовский называется. И вот тот, который ближе к Крыму, у него высоко расположен водозабор. То есть, если мы там прикручивали в Каховке, то в Джанкое не могли взять. Первый Херсонский канал брал воду и раздавал уже аграрникам, а второй Херсонский канал не мог эту воду затянуть. И вот тогда было принято решение построить плотину. Ну, на скорую руку посчитали. Понятно, что в тот момент времени, когда после бегства Януковича казна была абсолютно пустая, я понимал, что проблемы с деньгами, и поэтому речь шла о таком проекте, во-первых, на скорую руку, во-вторых, очень бюджетном, то есть такой, с минимальными затратами. Но самое главное – фактор времени. И вот тогда специалисты этого водного агентства по моему заданию разработали проект плотины из подручных, по сути дела, материалов. Это бигбеги, такие полипропиленовые мешки, в которые грузятся минеральные удобрения. Вот их набивали смесью глины и песка, укладывали поперек русла канала в несколько рядов, потом следующие, там, условно говоря, там 5 рядов, 4 ряда, 3 ряда, 2 ряда и так далее. Вот. Но эта плотина 3 года простояла, потом уже страна нашла деньги и построили капитальное сооружение. Так вот, возникал вопрос денег. Но даже на такое сооружение нужны были средства. Я позвонил Яценюку, который был тогда премьер-министром. Ну, Арсений Петрович такой человек был очень, если кто помнит его премьер-министром, он на все смотрел, так сказать, так вот сверху.
пренебрежительно. Он сказал, денег нет. И положил трубку. Ну, окей, нет. Но тут, честно говоря, пришлось пойти на, может, в мирное время не совсем хорошие методы, но мы пригласили рисоводов Херсонщины и сказали, ребята, есть всего два варианта. Или у вас не будет воды, это вот те, кто в районе Скадовска, или вот смета, пожалуйста, найдите там хоть копейку лишнюю. Если не, я гарантирую, что вы не найдете, ну, вам придется скинуться. Они поплакали пару дней, а потом согласились. И в итоге, ну, они увидели, что там меньше некуда. Да? Вот. И они профинансировали все эти работы, и мы там буквально за там, считанные, там, 2-3 недели, за 3 недели эту плотину построили. Но была еще одна опасность на тот момент времени. Это же было до того, как очнулась Европа, до того, как стали там уже как-то произносить хоть какие-то слова по поводу российской агрессии за рубежом. То есть была опасность прорыва реального и захвата вот этой вот плотины. Это серьезная такая вот удар. Безусловно. Такой. На тот момент времени она на самом деле была. И у меня несколько раз был по этому поводу, пока мы строили плотину, губернатор Херсонщины, на тот момент Юрий Одарченко, и говорит, слушай, ну ты же нам сейчас спровоцируешь оккупацию Херсонской области. Я говорю, не-не-не, мы поступим элегантно. И мы когда начали строить эту плотину, знаете, как на любой стройке еще там с советских времен, 2 столба и огромное такое панно, где написано, там, строится, там, условно, объект такой-то, прораб такой-то, там, проектировщик такой-то и так далее. Ну, как обычно. Это как бы паспорт такой, лаконичный паспорт Что объекта. там написали? И мы написали, сам придумал, честно скажу, узел строительства узла учета подачи воды. И буквально ну, через там, несколько часов уже все оккупационные, все эти СМИ, все прихвостни стали орать, эти хохлы хотят нам воду продавать там втридорога. Ну ничего, пусть даже камни с неба. Ну окей, ребята, то есть мы им подали некую надежду, что якобы кто-то будет торговаться. Хотя это глухая плотина, никакого узла учета воды там никто не предусматривал. Но это нам позволило выиграть время. Они там, понятно, их агентура ходила, фотографировала, ничего не могла понять. А за это время уже очнулась Европа, стали уже там какие-то, ну пусть еще там не угрозы, но хотя бы что-то внятное произносить по поводу того, что так делать нельзя. Да, оккупации и так далее. И уже вот момент был, ну, скажем, для них утрачен, когда они могли бы просто Какой взять был промежуток? И высадить десант. Ну, это буквально 3 недели. Это был конец марта, начало апреля. Ну, вы знаете, что в зависимости от погодных условий обычно вот канал запускался, ну, если очень теплая зима, где-то в конце марта, если нет, значит, где-то в начале апреля. И вода, собственно говоря, если упускаешь, открываешь на головном сооружении, она до Крыма, она 20 дней течет. То есть самотеком. Ну, а уже дальше в Джанкое там надо поднимать. Ну, вот таким вот образом удалось, по сути дела, реализовать ну, вот такую идею, которая за все 6 лет войны, на мой взгляд, является самым эффективным невоенным средством давления на оккупантов. Потому что они уже потратили огромные средства, вот это перебрасывают воду туда, сюда. Хочу уточнить. Помните сумму стоимости плотины? Это на уровне 1 000 000 гривен. Да. По вашим оценкам, ущерб с оккупантом, связанный с плотиной? Уже сотни миллионов долларов. То есть там вложений вот настолько, да. А эффект просто огромный. Вы знаете, война, она же всегда она измеряется деньгами, но за этим конечным эквивалентом являются человеческие жизни. И надо понимать, что каждый рубль, который оккупанты смогли бы сэкономить на содержании Крыма, он пошел бы на убийство наших солдат. Конечно. На Донбассе и солдат, и мирных жителей, на раскручивание карман-то один, что тут непонятно, маховика, репрессий, так сказать, в Крыму и так далее. Да? Поэтому вот, ну, это сложно, конечно, и посчитать, и произносить, но, на мой взгляд, для того, чтобы нанести такого масштаба урон врагу, ну, не знаю, пришлось бы положить 1000 жизней там на фронте. Какую награду вам украинское государство
Нет, у меня от украинского государства есть наградной пистолет, который я получил за вызволение Я заложников. знаю, да, это когда, вот, ну, те, кто попали в Да, Крыму. заложников из Крыма. Вот. Ну, самое главное, что вот мы смогли это сделать раз, и второе, что мы смогли 6 лет удержать. Вот когда я говорю 6 лет удержать, мы это уже украинские граждане все вместе. Вот про это мы сейчас не продолжим, допустили, Андрей. У нас да. просто звонок в студию, у нас же прямой эфир. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, кто вы, откуда, и задавайте вопрос Андрею Сенченко. Меня зовут Василий, из Ивано-Франківська. Так, Андрея Сенченко. Очень плохо слышно. Еще раз, если можно, еще раз повторите погромче. І це питання називається Росія, так питання не ставить. Ну, к сожалению, Но, ничего к не сожалению, услышали. не получилось. Простите, может быть, вы перезвоните. Я просто повторю номер, номер Вайбера, который есть у нас в студии. Его постоянно можно набирать. Сделайте это просто еще раз с более качественной связью. Плюс 38-073-419-4158. Также через Skype можно звонить itr.tv. Мы ждем ваших звонков по любому виду связи. Я про что? Вот связанных с Крымом, вот сейчас санкции продлили, мы об этом еще поговорим, да, но реально Украина нанесла 2 страшных удара вот именно по оккупантам. Это первое, это вот то, что вы сделали с подачей воды, прекращение подачи воды. И второе, это гражданская блокада Крыма Меджлисом, это 15-й год. Это вот огромный, на самом деле, ущерб. Почему-то об этом, как само собой разумеется, а сейчас, значит, вспомнили именно про воду. И давай этот вопрос качать, размывать и так далее. Кто это делает, зачем это делает, почему тема воды вдруг возникла? Ваша версия? Ну, она не вдруг возникла, потому что активизировалась, еще скажем в так, момент, да. когда мы перекрыли, то есть уже строилась плотина, Мгм. и уже оккупанты понимали, что будут проблемы, начались первые подходы с разного рода попытками, так сказать, коррумпировать. И первый подход, понятно, у них достаточно агентуры для того, чтобы понять, кто принимал решения и кто, так сказать, является основным толкачом этой истории. Поэтому через там одного украинского олигарха ко мне так аккуратно подвели депутата Госдумы. Он на тот момент был зампред бюджетного комитета, фамилия Хор, имя не помню уже. Вот. И он мне говорит, ну так вот мы как бы сидим, то его представили, это надо воду включить. Я Мгм. говорю, воды не будет. Мгм. Он берет салфетку, а там 2 чашки чая, так сказать, он берет салфетку и там пишет 20. Ну, я с каменным лицом, значит, он дописывает 6 нулей. Я с таким же лицом, он дописывает значок доллара, да, ну, чтобы совсем уже не потеряться, да, понять четко, да. Я говорю, воды не будет. Он говорит, ну вы же понимаете, что найдутся двери, которые, так сказать, откроются в ответ на это предложение. Мгм. Я понимал, что, к большому сожалению, таких дверей было много, всегда. И вот с тех пор они ищут. Они ищут возможности. Да, но вот с тех пор украинское общество все вместе, и средства массовой информации, и ваш канал, и Меджлис, или там просто одиночные активисты, люди там патриоты не дают это сделать. Потому что в тот момент времени, вот в ответ на это наглое заявление, что найдутся двери, я в тот же день попал на эфир к Шустеру, вышел и сказал, что вот по Киеву носят мешок, в котором 20 миллионов долларов, 20 килограмм Это правда зеленых мешок, денег, да. да, и чтобы вы четко понимали, что если кто-то где-то начнет проталкивать это решение, значит, он взял этот мешок. Это удалось отпугнуть от Желающих этой взять. идеи, но, знаете, на месяц. Мгм. Потому что потом появился некий совершенно чудный документ, протокол совещания у вице-премьера-министра регионального развития Гройсмана. Там его подпись, он есть, я его в свое время обнародовал, где-то там у меня в ленте на моей странице в Фейсбуке есть. Вот. И Гройсман там раздавал поручения министрам незамедлительно обеспечить возобновление подачи воды в Крым. Вот я об этом не знал. Ну, на тот момент времени статус там замглавы администрации позволял снять трубку, нарычать на Гройсмана. Вот, так что он аж присел, как говорят, на задние ноги и сказал, не, Андрей, никогда в жизни, больше никогда, вы от меня такого не услышите. Опять остановили. Потом в мае месяце новый появился документ. Поручение премьер-министра Яценюка. И там поручение целому списку министров изучить возможность создания акционерного общества на базе Северо-Крымского канала. Опа, вот здесь мы остановимся.
Вы же слышали последнее вот это из Верховной Рады, что, правда, это не проголосовали, надо отдать должное. Это закон, по-моему, похерили, как говорят, но все-таки идея такая витает, да, до сих пор. Вот. Ну, конечно. Тогда эту Приватизировать. идею пытался проталкивать. Ну, там такая конструкция. Это банда Аксеновская. Они решили на этом греть руки. Нашли здесь при посредничестве одного покойного народного депутата нашли здесь партнеров в Киеве, и вот такая была идея, так сказать. То есть условно. через третьи руки выкупить эти предприятия, да? Даже не так. Вот зарегистрировать акционерное общество на базе этого имущества. Понятно, что там через подставных лиц... Но для были- этого нужно приватизировать эти предприятия. Ну вот как раз Да, решением правительства это было поручение изучить возможность. То есть Какой это год у нас правовые был? вещи. Это 14-й год, это А май сейчас месяц. у нас какой год? 20-й. Снова Ну, изучает кто-то. Ведь изучает. Нет, ну я вам хочу сказать, Да. что они не просто изучали эти 6 лет, а еще были попытки, когда разного рода там деятели разного масштаба, не только публичные, а там чиновники, какие-то советники там в разных министерствах начинали плакать на многих каналах, в эфирах о том, что там народ страдает и так далее, нечем детей напоить и прочее, прочее. Знаете, вот для меня, конечно, очень морально сложно было принимать это решение, поскольку я крымчанин, я при этом понимал, что на самом деле будут сложности у крымчан, особенно у людей, которые живут в степной зоне. Но при этом я исходил из того, и до сих пор уверен в том, что, в общем, это правильная такая логическая цепочка. Вот сколько десятки тысяч украинских граждан пошли на фронт защищать свою страну. Ну, точнее, пошли сотни тысяч, но десятки понятно. тысяч из тех, кто защищал, получил ранения, увечья. Ну, у нас уже там давно за 10 тысяч, уже под 20 тысяч погибших. Только погибших. Только погибших, да. И, ну, примерно там, по моим оценкам, больше 50 тысяч. А вас вам не удивляет, что это получивших. нужно до сих пор объяснять, вот мотивацию такого рода поступка? Ну, Ну, это странно. да? разные есть точки зрения. Ну, какие вот людей, скажите, ну, какой страны есть точка зрения будем помогать оккупанту оккупировать нашу землю? Нет, Вот. я даже, вот вы поймите правильно, я вот, когда я для себя принимал вот это вот решение, то, ну, я ведь понимал, что каждый человек, ну, скажем, гражданин, если он патриот своей страны, должен внести вклад. Вот кто-то с оружием в руках защищает, Понятно. кто-то, кто волей судьбы оказался в оккупации, вот его пассивный вклад, это в конце концов, да, потерпеть вот эти сложности, связанные с тем, что не подается вода, но ради того, чтобы быстрее закончился этот кошмар, быстрее Андрей, закончилась оккупация. наша идея такая, не то чтобы его там кормить, поить, а вы перестали его поить оккупанта, а блокада Крыма перестала кормить оккупанта, да? И вот наши люди, наши крымские татары и все, кто понимает, вообще живет в Крыму, они писали, говорили, разными путями передавали слова, не нужны. Пусть будет меньше туристов, пусть Абсолютно. будет меньше еды, пусть будет дороже, да? Но они должны быстрее уйти, потому что если создавать комфорт оккупанту, он не уйдет никогда. Конечно, конечно. Вот и всё. Более того, мы же должны понимать, вот на сегодня, когда говорят там дефицит воды, ну, опять-таки, я как человек, который давно много работал в крымском правительстве, я всю эту арифметику знаю. Вот я давайте, я приводил её. хотел задать вопрос Ну, об этом. вот смотрите, Что такое дефицит? 2 миллиона человек проживает, украинских граждан, на территории Крымского полуострова. Сколько приехало, мы не считаем. Нет, это колонизаторы, тут мы точно не собираемся их учитывать. 2 миллиона украинских граждан, которые живут на территории Крыма. Есть так называемая физиологическая норма потребления воды. Это 46, для этой климатической зоны это 46 кубических метров в год на человека. Условно говоря, железнодорожная цистерна. Вот этого хватает человеку для того, что на приготовление пищи, на там, уборку, на душ, на туалет, на все. На вот все полностью бытовые. По-моему, нужды. даже с лихвой. Я вот смотрю Не, это- свой это- счетчик, это что-то так много. Не. Это, ну, вы знаете, я взял специально для расчета норму Краснодарского края Российской Это Федерации. если экран не выключать, Андрей, вот прям никогда, то, может быть, со стороны можно. Ну, то есть Да. это так щедро пользоваться. Очень Вот, щедро, а теперь округляем в большую сторону. 50. Умножаем на 2 миллиона. Это получается 100 миллионов, на 2 миллиона жителей. 100 миллионов кубических метров воды. Мгм. А теперь другая сторона вопроса. Есть многолетняя, там, ну, по крайней мере, за последние 30 лет статистика, она в свободном доступе, ее можно погуглить и найти.
Крым в среднем в год получает в виде поверхностных стоков 1 миллиард кубических метров воды. И тут 100 миллионов. Да. Дальше. При рациональном использовании подземных вод, вот этих горизонтов, можно поднимать еще до 500 миллионов кубических метров воды приемлемого качества. То есть 1,5 миллиарда, в 15 раз больше. Да, тут, безусловно, речь идет, что ее нужно, собрать, Затраты, ее да, нужно оккупант должен очистить, нести. ее да. нужно подать потребителю. Это большие затраты. Это забота оккупанта. Конечно. И оккупированной оккупант не территории. хочет Да. этого делать. Он пытается На халяву. минимизировать свои затраты Оккупация для того, на халяву. чтобы... За счет страны жертвы. Конечно. Да. Для того, чтобы больше денег направить На военные войну, базы, на войну и да. на развал Украины. Теперь надо понимать, что вот какие последствия и на что вот самым активным образом давит вот этот дефицит воды в связи с перекрытием канала. Первое. Он сдерживает колонизацию Крыма. Поверьте, если бы было вдоволь воды, там уже миллион бы был завесен на территорию Крыма. Кстати, да, об этом никто не Он говорит. сдерживает Да. колонизацию Крыма. Раз. Дальше. Безусловно, он бьет там по источникам доходов, там по аграрному сектору и так далее. Он это сдерживает поток этих так называемых туристов. Почему я говорю так называемых? Потому что завозят-то, по сути дела, отребье, которое... Отребье и ментов, я прошу которое в прощения. жизни дальше ближайшей пивнухи не И путешествует. ментов, которым нельзя ездить, и военным, Да, там, да, ФСБшникам да. и так далее. Так вот, дефицит воды опять-таки сдерживает приток этих так называемых туристов. То есть это не позволяет нарисовать яркую картинку счастливой жизни в Крыму. Но это в том числе снижает доходы оккупационного бюджета и повышает необходимость в дополнительных средствах для дотаций. И в том числе надо понимать, что это в какой-то степени сдерживает и развитие этой военной базы на территории Крыма. Да не в какой-то, а в сильной. Они, вы же поймите правильно, они в первую очередь дадут для этого, а потом уже для всех Знаете, остальных. иногда мне кажется, Андрей, что я как бы с детьми разговариваю в детском саду. Вот говорят, надо же подать воду, там же наши граждане. Я говорю, а вы как будете разделять? Гражданину или армии оккупанта, военной базе или военному заводу? Тут они подвисают. Никак. Я говорю, а никак тогда что? Так вот, еще раз, Да. цифры, которые я привел, это, так сказать, выверенная статистика. Даже в засушливые годы, пусть там на 20% меньше поверхностных стоков, но это все равно, там, пусть не в 15, а в 12-13 раз больше, чем необходимо. Но это требует огромных затрат. Поэтому как катастрофического дефицита, который бы привел к гуманитарной катастрофе, Быть нет. не может. Да, Да. но это серьезный рычаг давления. И вот вы вспомнили очень важное событие, это блокаду и товарную, и когда начали падать столбы. Честно скажу, если бы не позорная торговля электроэнергией В в течение так называемый, 1,5 лет. в так называемый Крымский федеральный округ, то я скажу, что очень тяжело бы им было пережить этот период Кремлю и оккупационной власти. Вот до января 2016 года имеется в виду. Да. Я приведу вам цифру. Когда упали столбы, скажем так, министр энергетики Российской Федерации Новак дал интервью и сказал, что для обеспечения устойчивого энергоснабжения Крыма без поставок электроэнергии с материковой части Украины нужно инвестировать, он назвал цифру, 300 миллиардов рублей. На тот момент курс был там где-то 10 в районе, миллиардов долларов. в районе 60. нет, Нет, это было 5. 5. И он сказал, но это без учета того, что украдут. Это прямая речь министра энергетики Российской Федерации. То есть, по нашим оценкам, там где-то от 8 до 10 миллиардов долларов для того, чтобы устойчивое Это только что они энергоснабжение. признали, вот в интервью официальное лицо Да, признало. да, Да? Мы не да, берем всего да, остального. да, Там, да. там мультипликационный такой геометрически прогрессирующий эффект от этих двух блокад, от трех, водно-энергетической, товарной, пищевой, да, он просто колоссальный. Других таких санкций Украина не накладывала. Никак. И знаете, я должен еще вспомнить третью, это уже такое, знаете, как бы массовое, потому что мы с вами вспомнили такие конкретные события, перекрытие канала, блокаду, которая положила конец этой позорной торговле и поставкам товарным, но еще тысячи и тысячи и тысячи украинских граждан на Донбассе, на линии фронта, у них была это их индивидуальная блокада, когда они защищали свою страну.
Нет, ну это, об этом речь не идет. Я говорю про невоенное сопротивление, да, именно про невоенные и санкции невоенные. А как вы думаете, Андрей, насколько сейчас тот мешок потяжелел вот с 2014 года, в котором 20 миллионов тогда было? Ну, вы знаете, я думаю, что он существенно потяжелел, потому что уже не гипотетические, а совершенно конкретные потери несет Кремль в связи с дефицитом воды в Крыму и с невозможностью вот реализовывать их амбициозные планы по военной базе и по колонизации Крыма. Но другое дело, что они пытаются применять самые разные методы. Они где-то они давят, где-то они... Где-то давят на жалость. Да, на жалость. Где-то они, так сказать, используют, ну, по сути дела, у нас же, ну, давайте, вы как специалист в этой сфере, просто власть не хочет признавать, но мы должны об этом открыто говорить, что у нас информационная оккупация страны произошла, когда Кремль взял под контроль большинство украинских каналов. И они используют этот инструмент для того, чтобы давить на жалость, там, давить на психику. Но и так это все далее. из того Да. мешка, Андрей. Все эти аналитики, Конечно, все эти эксперты, конечно, которые конечно. рассказывают, как там бабушки, в разных СМИ появляются разные люди. Их можно прямо вот так отмечать, если Так следить их за и этим. надо Да? отмечать. Да, это люди из того мешка, берущие деньги, которые пишут большой патриотический текст, А и там потом, один абзац такой, но в то же время это же наши люди. Я не могу смотреть на это спокойно, пишет человек, который вообще не понимает, что весь текст это просто, ну, ширма, за которой вот это да. предложение. Вот, да. заказ в конце, так сказать, исполнили. Да. Вот. И поэтому, плюс к этому предлагаются разного рода политические взятки, потому что, ну, власть все 6 лет войны, и предыдущая, и нынешняя, ну, скажем так, себя не очень устойчиво чувствует и пытается играть на каких-то там переговорах с Кремлем, что мы там как То есть успешны. вы уверены, Мы что шантажируют, да, И кремлевские шантажируют водой? и определенным образом тоже и покупают определенным Но образом. это и есть потому что- шантаж. Вы нам то, мы вам Ну, вот. Вы нам да, вот, да. а мы там посмотрим, да, Ну, в том-то и подумаем, дело. да. Хотя им верить нельзя, они все равно. Нет, как вот бы, это да. же и проблема в том, что надо просто власть должна понять, что мы ни о чем не договоримся с Путиным. Вот ни о чем. У них нет планов уступать нам ни на миллиметр. Абсолютно. Ни Есть на такое литр. Да. Очень емкое украинское слово «знущаются». Вот это именно это и происходит по отношению к Украине. Издеваются. Есть такая крымстарская Да. поговорка, мы одна из любимых. Не опирайся на воду, не верь русскому. Ну, Хорошо? так оно и есть. Вот да. в этом случае прям вот Да, в точку, да? да. Хотел задать такой вопрос. Ну, награды, понятно, вы не дождались ни от кого за эту уж не за награды. диверсионную акцию в отношении оккупантов. А не боитесь ли вы, что вас вдруг начнут судить? Вдруг на вас подадут, скажут, вот смотрите, вы же это сам... Вот сейчас вы в эфире признали, что это решение было не вполне в вашей компетенции. Что вы, в общем-то, типа, как сейчас скажут, вот он заставил, нагнул бизнес местный, вот этот вот рисовый, да, оплатить еще. Это тоже вообще вне конкурса. Вы же конкурсов не проводили. То есть уже 2 он преступления сейчас нарисовал, да? И завтра какая-нибудь партия вот этих красных презервативов или кто-нибудь еще. И завтра в прокуратуре будете. И вот сегодня же Порошенко ходил в суд уже. Ну, я бы, честно говоря, просил не ставить меня на одну планку с Петром Алексеевичем. Не собираюсь. Я просто по тяжести содеянного. Вот, Ну, да. вы знаете, вот люди, которые защищали страну все те годы, когда у нас было лживое АТО, Мгм. они же понимали, что на самом деле, да, они защищают страну, они выполняют приказы. Но при этом они понимали, что власть может извернуться в любой момент. Но на свой страх и Да, риск. и потом будут говорить, так действуем, это вы да. там сами и так далее. Мы же помним, мы добробаты, эти принятия решений об ответном огне. На это же приказов никто не давал из Киева, как я понимаю. И война началась вот Правильно. так. Да. И, потому, и страны бы уже не было, если бы эти люди не взяли на себя эту То есть у нас всегда так, ответственность. общество в случае войны, в случае блокад, оно сначала делает что-то, люди какие-то на каких-то местах, да, разные, и плюс при поддержке общества, а потом власть уже это узаконивает. Власть называет это войной, например. Там, или Знаете, там я скажу такую мысль, она может там не очень популярная, но вот если бы, не дай бог, сейчас такая жесткая эскалация военного конфликта, то страна опять без добровольцев и волонтеров кто бы не сомневался. выживет. Кстати, у меня есть на эту тему одна интересная цитата. В МИД Украины не исключают возможности очередной агрессии России против Украины. Причиной может стать попытка открыть доступ Днепровской воды на полуостров, о чем мы и говорим все это время. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в интервью Апострофу. Давайте послушаем дословную цитату и обсудим с Андреем Сенченко.
Мы не знаем, что думает Владимир Путин и не приказал ли он уже военным готовиться к очередной агрессии. Не буду чрезмерно спекулировать, но поводом для активизации действий против Украины может быть как нехватка воды в Крыму, так и перезагрузки власти в России, чтобы, например, скрыть нарушения или получить благосклонность избирателей. Не думаю, чтобы Россия отказалась от планов пробить себе по суше коридор в Крым, а может и в Приднестровье, особенно с учетом того, что воды в Крыму все меньше и меньше, и никто не снимал военную угрозу со стороны оккупированного Донбасса и территории России вообще. Ну, вещи очевидные, хорошо, что их озвучивает статусное лицо замглавы МИД, да, но мы вот сейчас на таких вот весах. Одни говорят, а вот давайте не злить, а другие говорят, нет, ну, большинство из патриотических говорят, нет, никогда не. И, кстати, и вертикаль президентская сказала, что до деоккупации не будет там воды. Но все равно это все время, ну, о чем мы говорим, раскачивается. Вот у меня простой вопрос, а дальше распространенно ответите. Мы выстоим или нет в плане воды? Ну, я считаю, что украинское общество просто не позволит власти сделать такой шаг. Там разные люди, есть и патриоты во власти, Конечно, есть да. те, кто с удовольствием торганул бы этой водой, вот, но они не шевельнутся, Нет шансов. они побоятся. Да. Вот. Но, вы знаете, вот эта дискуссия на тему того, там будет прорыв и так далее, на мой взгляд, она Тоже такая немножко запущена душком. как-то вот, да нет, ну не то чтобы с душком, но вот политиками, которые, знаете, говорят, чтобы говорить. Есть такие тоже люди, которые не понимают там последствий, еще чего-то. На мой взгляд, на самом деле нет этой угрозы сегодня прорыва. Объясню Мотивируйте. почему. это Объясню интересно, почему. да. Ну, во-первых, вот чуть вернувшись к тому, что сказал замминистра иностранных дел, вот люди такого уровня на государственной службе должны быть очень выверены в формулировках. Что такое очередная агрессия? Знаете, как у нас говорят, у нас там российская агрессия на Донбассе. Она у нас одна. одна война. Это просто события этой войны. Это с разных сторон пытаются... Ну, наверное, он имел в виду подпалить очередной страну. агрессивный акт. Да. Вот Да. еще раз, тут каждое слово, Ну, понятно, оно очень да. важно. Так вот, возвращаясь к тому, может или не может. Смотрите, когда начиналась оккупация Крыма, Россия все это заретушировала, сняв знаки различия, там вот зеленые человечки, что откуда неизвестно, да? Потом, да, Путин уже все признал, и как они принимали решения. Через год он признал. И так далее, да. Когда Рома Цымбалюк Но. у него спросил на присухе. В марте, это был, кажется, Да. март 15 Но года. на тот момент времени им нужно было ну, какую-то обертку сделать для того, чтобы Европа, которая любит не внятно выражаться, а выражать безграничное сочувствие, чтобы они как бы, Обеспокоенность чтобы очень. затянулся разговор, а было или не было. Да? Вот они использовали вот это. Дальше, на Донбассе они использовали другой способ. Они попытались все это выдать за Восстание, конфликт, да, так сказать, Гражданскую войну. внутри украинские. И об этом активно на это работали. И вот почему одна из моих, так сказать, очень как человеческих претензий к Порошенко, это то, что, по сути дела, в Минске подыграли Кремлю. Его посадили за стол чуть ли не миротворцем. Но на него, этом на его проблема. плечах Порошенко надо, вот я тоже со всем этим не согласен, но и на его плечах сидели не ангелы, а висели гири в виде Меркель. Ну, вы знаете, Ну, всё, нет, да? конечно. Но, тем не менее, это не оправдывает совершенно. То есть, вот по факту, да. ну да. И они на Донбассе тоже это во что-то заворачивали. А вот теперь представьте себе там гипотетический прорыв там до, не знаю, там головного сооружения. Ну, то есть рушится канала. вся система лжи, вот этой всей гибридных То есть договоренностей. вот это уже эти все. абсолютно такая неприкрытая российская вооруженная Ну, это конец агрессия. Минску сразу любому. Это не только Минск. Это другие уровни санкций в любом случае. Абсолютно, да. абсолютно. И, конечно, по прошествии 6 лет, и уже не та Россия и в финансовом плане, и с точки зрения, так сказать, там, амбиций, и места в мире, и влияния. Сегодня это не та Россия, что Но вы же была 6 учитываете лет все назад. равно, Андрей, вы же понимаете, кто такой Путин ментально. Да, извините. При этом я Да. абсолютно уверен в том, что он может иначе, он может несимметрично поступать, он может, выжимая воду, он может, покупать, предлагать какие-то политические взятки не только На негласных переговорах. в зеленых деньгах, так сказать, и в том числе затеять эскалацию, так сказать, военных действий на Донбассе. Мгм.
То есть давить с той стороны. Ну да, где это уже оформлено как гражданская И война вот тут, вроде да, как. и вот тут это Мгм. вопрос уже, так сказать, другого порядка. И проблема в том, что страна, на мой взгляд, сегодня находится, знаете, в вызывающе беззащитном состоянии. Почему? Ну, потому что, у нас, с одной стороны, есть... Вот, знаете, когда говорят, у нас сильная армия, то я всегда уточняю, что у нас армия сегодня сильна духом тех людей, которые защищают свою страну. Но отнюдь не в результате решений и действий власти. Потому что, ну вот, знаете, я, например, почитал внимательно ту программу, против которой проголосовал сегодня парламент. Вам вопроса не Программу задашь, правительства. вы обо всем сами говорите, о И чем я я хотел в том спросить. числе обратил внимание на то, что мне ближе, это то, чем я как бы, ну, так, профессионально занимался. Это вопросы там, военной реформы, ну, что вам сказать, там дежурный набор фраз. Без конкретики это имеет. Да вопрос же в чем? Вот, Да. знаете, вот раз мы уже переключились на эту Переключите, программу, правительства, вот да. почему я бы, например, не проголосовал за нее никогда? Эта программа, для того, чтобы раздать депутатам и для того, чтобы получить иммунитет. Больше ни для чего. Их Это не... хотелки региональные иметь? Нет. Я имею в виду даже не это. Вот давайте так, на мой взгляд, может, и у меня какие-то застарелые представления, но я еще помню, когда когда утверждался бюджет страны и одновременно, там, допустим, план социально-экономического развития. Мгм. А потом уже забыли про эти планы и уже только делят деньги, утверждая бюджет. И появились вот эти, ну, как бы в связи с требованием закона, программа правительства для того, чтобы вот вышел с программой, проголосовали, значит, тебя год не тронут. Мгм. Ну, это скорее, знаете, вот есть политическая воля сверху, значит, проголосуй за программу, тебя год не тронут. Нет политической воли, тебя подвесят. А по своему содержанию она, вот если выполнить все то, что там написано, Да. жизнь украинских граждан не улучшится. Ну, то есть подвесили правительство? Ну, сейчас вопрос не в правительстве. Вопрос в том, что с точки зрения вот потребительских свойств, вот наш с вами, как граждан, вот Ну, телезрители... вы тоже общие слова говорите, Андрей. Ну, конкретно приведите вот по армии, не знаю, почему еще пример. Смотрите, Ну, вот давайте один просто, давайте демонстративно, да. Начиная со структуры, как сделана программа. Это министерство вот это министерство это. У нас люди не живут разделением обязанностей между министерствами. Тем более, что их то соединяет, то разъединяет. Люди живут проблемами нерешенными. Безопасная жизнь в стране. Вот уровень безопасности жизни. В данном случае я говорю не о военной безопасности, даже не про уличную преступность. А это, извините, так сказать, дорожный травматизм. Да, сейчас камеры поставят на основных трассах, попритихнет все это. Поедьте в глубинку, сколько людей гибнет на дорогах. Дорожный травматизм. А за сколько скорая помощь приезжает в дальнее село? Да, а есть там или нет ФАП? А извините, а есть ли просто в сельской школе теплый туалет? Для того, чтобы дети зимой не бегали неизвестно куда. И вот это то, из чего складывается вопрос просто безопасной жизни. Знаете, вот страны, ну, типа Японии, там власть борется, ну, вот, там где такой уровень, скажем, там власть борется за повышение продолжительности жизни. Но вообще-то это главная стратегия, Да. между Ну, нам про прочим. это вообще Да. даже стыдно говорить. Страны, так, ну, там, условно, уровень там, Италия, там, Испания, Франция, они борются за повышение качества жизни. Но продолжительность это главный критерий. Он же Извините, качество жизни да зависит. мы напрямую, не допрыгнем правильно? сегодня при таком уровне государственного управления, при таком состоянии экономики. Мы должны первую ступеньку преодолеть, обеспечить хотя бы относительно безопасную жизнь людей. То есть стандарты безопасности, потом качество, а То потом есть это уже даже дальше. до здравоохранения. Это просто вот то, такая что- тупая гибель из-за вот всяких Абсолютно. таких Там побочных экология, причин. там качество питьевой воды, там дорожный травматизм, и пошло-поехало. Там техническое состояние школьных автобусов и прочее. Но прочее, этого прочее. вы хотите сказать, что нет в этой программе. Да я же не читал. Ну, там ее. ничего этого нет. Просто не сказано. Там ничего этого нет. Дальше. Армия, там, мы там проведем огляд там, оборонный, там, составим оборонный бюллетень, там, тра-та-та. Да это формы. У нас сегодня проблема в том, что люди уходят из армии. Это есть такое, я Да. с Так военными разговариваю. Где, ну окей, тогда, если вы пишете живую программу, тогда вы, должны иметь собственный анализ
как есть что происходит, стабилизировать состав. И там должны быть заложены понятные, вот военный, Для военному военный человеку. прочитал этот раздел, он понял, что будет меняться, ради чего ему стоит подождать. Оставаться, да. Мгм. Там нет ничего этого. А. И так в каждом разделе, потому что они не расписывали, как решить проблемы глобальные, а там перечень ведомств. Они расписывали типа вот что, какие бумажки. Причина, почему так? Ну, вы знаете, государственное управление – это наука. Этому надо, учиться, нужно нарабатывать опыт. Нет времени учиться. Ну, чудес не бывает, понимаете? Потому что когда вот говорят, мы там молодежь политики или там в государственном управлении, ну, вот скажите, когда в стране начали назначать там заместителями министров девушек, так в среднем там 23-25 лет, Ох, сейчас за сексизм нас. Стоп. Сейчас за... мальчиков без девочек. Проблема не в этом. Проблема в том, скажите, вот там юноша в 25 лет становится замминистра. Ну, таких примеров много. Скажите, его пример что-то, ну, скажем, может служить, вот, точнее, вот этот факт, это не пример, может служить примером для молодых людей, которые вот сейчас там, допустим, учатся. Да? Вот как нужно? ну типа, что вот ты не прошел все ступени и просто вскочил. Вот еще раз. Знаете, когда молодой человек, вот он заканчивает школу, да, ну, у него же есть какие-то мечты. Мгм. Может, кто-то хочет быть президентом или министром, а кто-то хочет, я не знаю, космонавтом, да, вот кто-то хочет быть там министром. А этот человек, вот глядя на происходящее, на эти кадровые назначения, он понимает, как ему нужно учиться, как ему нужно работать для того, чтобы реализовалась его вот эта вот мечта, вот, чтобы он стал министром. Да нет. Потому что он видит, Ну, когда... правил нет, Когда, понятно, всё абсолютно, меняется когда быстро, есть да. некое лицо, которое взялось неизвестно откуда, и неизвестно каким образом там стало народным депутатом, или... Но зато это шанс для карьеристов, которые ну, понимают, как это делается. Надо Но с это кем-то не- познакомиться, надо с кем-то подружиться. Но надо это где-то не что-то шанс там. для страны, вот же в чем Ну, вопрос. я согласен, Поэтому- что это не лучший критерий отбора Потому что профессионалов. это социальный правда. лифт, он начинается или должен начинаться, извините, с входа, а не с крыши, не с кровли. Но, знаете, Потому что тогда это справедливости ради, нужно сказать, что многих вот этих 25-летних мальчиков, а также девочек, их уже вычистили оттуда. Правительство Гончарука же было такое, да, в основном. И хорошие были или плохие, не обсуждаю. Но сейчас же вот Шмыгаль, он, по-моему, там другая история немножко. Вот там, Ну, там другая история, но, по крайней мере, вот, знаете, по-прежнему нет критериев оценки при принятии кадровых решений. Это первое. И второе, но еще правительство Гончарука пыталось уже так на излете, они придумывали систему оценки деятельности губернаторов, глав районных ну, объективные администраций. какие-то критерии, да. Там напридумали, что 26 или 27 показателей, но оно так и не пошло. А на самом деле я хорошо помню, когда я работал вице-премьером в Крыму, и когда я приезжал на подведение итогов каждый квартал в кабинет министров, и видел, как взрослые, серьезные мужики, которые были там губернаторами там, в областях, сидели потные, потому что они знали, что тот, кто будет последний по показателям, а показатели были реальные, последний по Тот показателям, попадет под децимацию. да, это кандидат на вылет, и все. Мгм. И, по сути дела, такая и должна быть система. Только вопрос в том, не надо придумать там 30 показателей. Вот сегодня болит в стране 1, 2, 3, 4, 5. В том числе обеспечение просто элементарно безопасной жизни людей. Вот вы вот эти показатели видите и скажите, вот год ничего, а потом там будем как-то корректировать. Посмотрим смертность, посмотрим Правильно. заболеваемость, посмотрим Да, аварийность, да, посмотрим да, то и да. 5-10. В каждом районе, точнее в каждой области, 2 худших главы районных администраций на улицу раз в Мгм. квартал. Мгм. Не знаю, 2 губернатора, там 3, сколько, так сказать. это Чтобы просто- люди понимали, что но тогда нужно гарантировать, что если ты это выполняешь, если ты не последний, то тебя не, оно же В нет. том-то и это, дело. ну, А я вам могу сказать, я как во времена Петра Алексеевича, ну сейчас уже совсем там непонятные люди, во времена Петра Алексеевича спрашивал у тех людей, которые шли там губернаторами работать в некоторые области, ну кого знал. Я Мгм. говорю, скажи, вот а ты знаешь, скажем, как ты должен работать для того, чтобы быть хорошим губернатором? Не знаю. ну, понятно. То есть критерий, чтобы нравиться начальству, остался. Если Советский хлебная период, да? область, то там нужно Да. было, так сказать, чего-то возить, Ну, носить, это так называется сказать. нравится И плюс начальству. обеспечивать голоса на каждых выборах в интересах власти. Короткий Вот и все вопрос песни. хочу задать. Да. Ну, ваше отношение к правлению Петра Порошенко мне понятно и к нему лично, но все-таки, вот просто концептуально, правильно его судят сейчас или нет?
Вы знаете, у меня много просто вот человеческих претензий к Порошенко. отстраним вот это, Не. да. И вот, знаете, Ведь ну, за это я, же не я- судят. я не Да. могу отстраниться, потому что я возглавлял парламентское расследование Иловайской трагедии. Но И- судят-то не за это, вы же понимаете. В том-то и дело. Вы знаете, вот, может, там ребята решили подойти примерно как к аресту Аль Капоне, который все знали, что это просто главный мафиози, да, а осудили его за... Ну, сравнить За, с Порошенко секунду, с за Аль налоговые Капоне. преступления. Так вот, они тут ошиблись. Все-таки, как Да. бы кто ни относился, Порошенко – это бывший президент И много чего нашей всё-таки страны. Да, ну, добился, нельзя предпринял, сказать, что там да. все было черное. Но честно я вам скажу, что после Иловайска и там последующих событий у Порошенко нет морального права называть себя патриотом страны. И вот сейчас абсурдность ситуации, что в результате абсолютно абсурдных действий власти, я понимаю, что там кто-то хочет прогнуться перед Зеленским, Мгм. да, и так далее. Вот в результате абсолютно абсурдных действий власти Порошенко тянет на себя патриотический электорат. Это те люди, за спиной которых он барыжничал. Это те люди, которые там получили ранения, увечья там, в Дебальцево, в Иловайске и так далее. Многие эти проблемы, эти вот трагические события произошли в результате преступной бездеятельности, когда не принимались, когда очевидно совершенно нужно было принимать решения, тянули, а люди каждый день гибли. В результате абсурдных, а по факту того, что произошло, преступных приказов. Ну, по факту, просто у нас мало времени остается, вы утверждаете, что власть вот этими судебными процессами... Делает она... из него героя своими руками. Ну, я в ответ вас услышал. И последнее, что хотел вас спросить, я просто не могу вот не спросить, мне это самому интересно. У нас буквально там 3 минуты осталось, но их полностью вам отдаю. Что с вашей организацией «Сила права» и как вы на крымском направлении действуете в правовом поле? Я слышал, у вас даже успешные кейсы есть такие серьезные, на большие деньги против оккупантов. Ну, у нас больше 1000 судебных решений. Все, что мы делаем бесплатно для пострадавших граждан. Это наше понимание, так сказать, войны на юридическом фронте за свою страну. Мы не отказываем никому из пострадавших, кто бы к нам пришел. Работаем мы с 8 категориями. Первое – семьи погибших военных и гражданских. Раненые, покалеченные военные и гражданские, военнослужащие, побывавшие в плену, гражданские лица, незаконно лишенные свободы, вот как в Крыму. Дальше граждане, утратившие личное имущество в зоне военных действий или на оккупированных территориях. Ну, Крым и Донбасс. Понятно. Да, Крым и Донбасс. И самая обширная категория – это вынужденные переселенцы. Мы разработали правовую стратегию, мы ее достаточно успешно реализуем. На международных Мы площадках. смогли, сейчас, секунду, мы доказали, что Российская Федерация утратила судебный иммунитет после того, как она вышла за пределы суверенных полномочий и развязала агрессию против Украины. И с этого момента украинские суды имеют право рассматривать вот такие оно. решения. Они равнозначны с решениями Европейского суда. Но пока туда доедешь, и сколько это стоит? и всё Во-первых, такое там прочее, значительно дольше раз. Да. Во-вторых, Россия игнорирует любые решения, поэтому единственный способ исполнения – это принуждение. Принимать И- здесь и выносить для Да, исполнения. там, да. это в 3 минуты не уложусь, Ну да, я но понял. Смысл траектория понятен, вся есть. да. Мы смогли арестовать решением суда российские финансовые активы, которые, это было в июне 2016 года. На тот момент сумма этих активов была $3,5 миллиарда, не миллиона, миллиарда. Сейчас россияне их оценивают 4,5. Они еще недоступны для выплаты украинским гражданам, но они уже недоступны для использования Россией. Это большая сумма. Но, с другой стороны, я могу сказать, что если 2 миллиона украинских граждан подаст в суд, то общая сумма претензий превысит 100 миллиардов Это евро. реальный путь? Абсолютно. Абсолютно. Но вопрос в том, что силами одной маленькой общественной организации невозможно помочь пройти этот путь 2 миллионам человек. Государство Поэтому может это помочь сделать? оно обязано. Минюст, я не знаю. Оно кто это. обязано это делать. Я вам приведу один коротенький пример. Война Ирака с Кувейтом. Помните, там буря пустыни Ну, была, понятно, американская операция. Тогда военные действия длились 2 суток. Мгм. После этого было 7 месяцев оккупации. Да. На этой войне погибло 200 человек. Мгм. Общая сумма претензий, предъявленных Кувейтом Ираку, обоснованных, обсчитанных, подтвержденных документально, составила 469 миллиардов долларов.
Это претензии в интересах пострадавших граждан, Ну, бизнеса Да, и государства. понятно. То есть мы можем идти этим путем, он проверенный. Мы должны идти этим путем. Но, к сожалению, бизнес брошен на произвол судьбы. Гражданами, кроме нашей общественной организации, системно не занимается никто. Мгм. Государство стоит в Ну, стороне. или в частном порядке люди Да. сами там что-то пытаются. Ну, в частном порядке, к сожалению, очень тяжело. некоторые очень сильно напороли. И мы потом, так сказать, Ну да, тоже надо расхлебывали все уметь. это. да, в принципе. Вот. А с точки зрения потерь государства, рассказывают, что оно как-то документируется, но попробуйте добиться, условно, от премьер-министра, взять у него интервью, и пусть он с опорой на первоисточники скажет, какая сумма ущерба нанесена Российской Ну, Федерации. когда у нас придет премьер-министр, вы тогда выйдете на связь и спросите сам. Вы в этом деле компетентны. Договори. Спасибо, Андрей, что Спасибо. пришли в эфир. Благодарю Андрея Сенченко, такого серьезного бойца, между прочим. Да. Не военного фронта, но бойца серьезного. Наше время подошло к концу. Смотрите АТР, канал, который никогда вас не бросит, который никогда не сложит флаги, который никогда не даст ни воде, не даст дышать оккупанту, насколько мы можем это делать вместе с вами и с вашей поддержкой, и таких людей, как Андрей Сенченко и всех других патриотов Украины. Оставайтесь с нами. Вместе мы большая сила, правда. Смотрите АТР.